Александр, сколько дней были в Казани? К сожалению, только был один день. Очень мало слишком оставался. Но хотелось бы почаще быть здесь и побольше путешествовать по Татарстану. А где успел побывать? Я побыл в Кремле, по улице Баумане и в центре немножко, центр вообще-то обошел. Первый раз в Казани, да? Первый раз в Казани, но не последний. Да. А имелось желание, хотелось побывать здесь? Да, очень хотел. Всю жизнь корни уже тянет. Почему? Сюда. Какие корни? Татарские корни. Бабушка чистокровная татарка. Сама родилась в Апастовском районе. И всегда... Апастовском? Апастовском. И, В какой деревне? Купчоги, по-моему. И часто рассказывала про... не только про Татарстан, но тоже про татар и про ее отца. И я видел наши родственники, как они... как они между собой разговаривали по-татарски. К сожалению, я татарский язык сам не знаю, но тянет эти корни. Бабушку как звали? Бабушку зовут, потому что она еще жива. Да. Равия Габдулхаковна Латыпова, а ее мать Шакирова. Когда они уехали из Татарстана? Это я точно не знаю. Я знаю, в 1931 году. И как жизнь дальше сложилась? Бабушка и ее, конечно, тогда была Великая Отечественная война, и вся семья попала в блокаду. Хотя мальчишки воевали на фронте. Я знаю, что мамин дед Абдулхай, что он воевал, он в Вене был. Как там, не знаю, это уже можно сказать десанты или нет, но они освободили Вену. И остальные все работали. Я знаю, что бабушка была довольно маленькая, но они все по фабрикам работали. К сожалению, прадед не дожил блокаду. Он с голодности. Как его звали? Габдулхак. А его отчество не знаю. Он латыш. У меня фотографии есть. И он от голода умер. А остальные из семьи никто не пострадал. Знаю, что прабабушка, она Марьям. После войны, что тогда? Бабушка моя женилась на русского Винограда и Борис. И у него очень много братьев и сестры, и они дома и между собой все по-татарски разговаривали. Вы сейчас кем себя осознаете, семья, лично сам? Угу. Кто ты? Вот живешь в Голландии. Да, живу в Голландии. Кто ты вообще-то? Живу в Голландии. Я думаю, это самый трудный вопрос. Но ответить на этот вопрос. Я думаю сейчас, что я смешиваю. Значит, я и голландец, и русский, и точно и татарин. О том, что ты татарин и такой народ есть, ты узнавал только от бабушки или еще где-нибудь? Нет. Я самостоятельно. Книги, пресса. Я самостоятельно в интернете много искал, читал. Потому что рассказывают. Первое, что я из этого помню, из молодости, что был такой язык, который я не понял. Русский понял, голландский понял, а что бабушка между братьями и сестрами разговаривала, это я не понял. И так узнал, что бабушка не русская, а татарка. И потом, когда уже 12 и
14 лет я в интернете много сам искал. Про татаров, Татарстан, история, откуда бабушка. И как выглядят татары, про мусульманство, про историю Казана. Да, такие вещи вообще-то. Сам самостоятельно искал. Собираешься ли сотрудничать с Татарстаном в своем бизнесе? Ну, да, надеюсь, что да. И надеюсь, что и будут такие возможности, да. Хочешь приехать еще, знакомиться с историей, культурой? Да, очень хотелось бы. К сожалению, я здесь только один день побыл, но видел, что Казань очень красивый город и очень интересный город. И хотел почаще и подольше быть здесь.